Радик Юльякшин. Имя этого башкирского поп-певца впервые на всю республику прозвучало 10 лет назад. Именно тогда талантливый уфимский парень сделал свои первые шаги в певческой карьере. Радику было всего 14 лет. Подростка с обаятельной улыбкой и неповторимым голосом башкирская молодежь полюбила сразу. Он стал кумиром многих своих сверстников. Юное дарование не только красиво исполнял песни, но и являлся автором своих композиций. Свою первую песню Радик сочинил в 12 лет. Ломал своих родителей. Они купили компьютер, кредит взяли, там 3 года оплачивали. Я просто погружался в этот компьютер, в мир музыки, убегал со школы, лишь бы писать музыку. Ну и так пошло-поехало. Первым произведением Радика Юльякшина стала песня «Мухаббат Шаярмай», что в переводе означает «С любовью не шутят». Именно с этой песни началась карьера звездного мальчика. Музыка с каждым днем все больше и больше увлекала Радика. Творения талантливого юноши не остались незамеченными, и вскоре он активно начал гастролировать вместе с молодыми артистами башкирской эстрады. С каждым годом популярность Радика набирала обороты, количество поклонников его творчества неумолимо росло. Вкус славы Радик познал очень рано. Уже в 17 лет он выпустил свой первый альбом и был признан лучшим молодым исполнителем Башкортостана, хотя первые песни, как признается сам артист, не были наполнены глубоким смыслом. Первый альбом, он вообще такой, для меня уже сейчас странный, потому что на такие песенки, там, названия «Мимина хочу», там, разные названия. Не только о любви было, о расставании, о страдании, о том, что она далеко, я далеко. Ну, мы же в деревне же гуляем там, в клуб выходим, а потом через год только увидимся снова. То есть вот об этом я и писал. Специального музыкального образования Радик не получал, окончил факультет психологии Московского государственного педагогического университета имени Шолохова. Обучался на заочном отделении, параллельно с учебой работал в студии звукозаписи МОМ. Летели годы, юноша взрослел, вместе с ним взрослело и его творчество. В репертуаре молодого парня все чаще стали появляться новые песни, отличавшиеся особым смыслом и душевностью. Прошел через трудности, бывало родных, там, близких теряешь. Думал, что друзья, они настоящие, оказывается, нет. То есть все, вот, в жизни проходишь и думаешь, оказывается, вот как. И
Сейчас получается песня уже о жизни, о том, как мы все проживаем, то, что у меня внутри творится. Ну, все вот так. В 2007 году Радик Юльякшин выпустил свой второй альбом, причем в этот раз выступил в роли автора, исполнителя и саунд-продюсера своих песен. Гастрольные границы молодого парня расширились. Теперь с его творчеством знакомы жители Татарстана, Челябинской области и Оренбуржья. Радик делал аранжировки не только себе, но и для многих молодых исполнителей. Однако достигнутые успехи молодого певца не удовлетворяли. Ему все время хотелось чего-то новенького, и ощущение, что нужно двигаться дальше, не давало покоя. Так, в 2011 году молодой и амбициозный исполнитель взял билет в один конец и оказался один на один с мегаполисом под названием Москва. Смотрел российский шоу-бизнес, смотрю, как там развивается, и смотрю, что творится в Башкирии, что творится в других странах. Я думаю, ну как так? Почему у нас так? У нас нету развития. Сразу скажу, в Башкирии вообще нету шоу-бизнеса. Это надо развивать. Это очень долгая работа, и я очень хотел переехать в Москву. Мне не хватало конкурентности, чтобы с кем бороться. Я хотел бороться, то есть я хотел быть первым, всегда быть первым. Даже вот сейчас в Москве сейчас много конкурентов, и охота уже достичь этого уровня и соревноваться с ними. Поэтому я поставил себе цель с маленьких лет поехать в Москву и сделать то, что я хочу. А то, что я сейчас делаю, это только начало. Покорять Москву, добиваться популярности в российском шоу-бизнесе не так-то просто. В столице миллионы таких же талантливых певцов. И опыт, которого набирался Радик на башкирской эстраде, оказался никому не нужным. Все пришлось начинать с нуля. Молодой певец даже сменил имя. Как признался артист, в Москве сначала на него смотрели как на инопланетное существо. Он придумал себе фамилию Грей, а вот имя прилипло к нему само собой, так как с детства дразнили бурундучком. Так Радик Юльякшин стал Элвином Греем. Несмотря на все сложности столичной жизни, наш герой ни на один день не прекращал заниматься самосовершенствованием. Год кропотливой работы дал свои результаты. Появился первый сольный альбом башкирского парня на русском языке под названием «Начнем с нуля». Давай начнем с тобой с нуля. Давай забудем обо всем. Ты не даешь мне спать. Я не могу закрыть твои глаза. Давай начнем с тобой с нуля. Давай забудем обо всем. Ты не даешь мне спать. Я иду к тебе. В апреле 2012 года прошла презентация нового альбома. Между тем Радик, теперь известный уже как Элвин Грей, начал активно пробовать себя на различных творческих состязаниях. Первый большой успех принес всероссийский конкурс молодых исполнителей «Я артист», где наш земляк удостоился первого места в номинации «Любимец публики». Парни с изумительным голосом все чаще стали приглашать в клубы. Чуть позже он арендовал помещение и создал свою студию звукозаписи. Еще одним большим достижением Элвина стала победа в конкурсе Григория Лепса, в котором приняли участие популярные исполнители со всей России. Занимаюсь в Москве, я только музыку, у меня своя студия звукозаписи, у меня свои клиенты, много очень клиентов, они не только из Москвы, они из Татарии, из Башкирии, из Крыма, там, много людей, и сейчас уже в последнее время приходят такие клиенты, как Фактор 2, группа Краски, вот такого уровня уже артисты приходят писаться или заказывать аранжировку. Радик – уникальный исполнитель. Он абсолютно профессионально поет сразу на 3 языках и делает это очень искренне, с чувством и нежностью. А еле уловимый акцент придает ему неповторимый шарм. Он узнаваем с первых нот. Я реально, если честно, не ожидал, что аудитория будет такой широкой. Даже во всех концертах, когда мы выезжали на концерты, мы рассчитывали на молодежь. То есть клубный формат. И за 2-3 концерта мы просто начали менять программу, потому что контингент очень широкий, это от 5 до 80 лет. Естественно, надо программу менять, потому что у нас сначала только клубные треки были. А сейчас уже поменяли, меняем по ходу.
Секрет, наверное, вот, нужно о жизни, надо жизненным быть. И, наверное, люди чувствуют то, что творится внутри. Не надо быть, и вообще надо быть, оставаться человеком надо. Радик Юлиакшин – первый исполнитель в Башкортостане, пришедший в российский шоу-бизнес из национальной эстрады. Он твердо знает, как покорить музыкальный Олимп и как достичь вершины славы. Поэтому ставит перед собой высокие цели и смело идет вперед. Такие прикольные новые дуэты с российским шоу-бизнесе, кто обитает, вот с ними записать дуэт. И новые треки, новые клипы, то есть новый я, новый Элвин Грей. Но это будет интересно. Это не будет Радик Юлиакшин, так старый, который 5 лет назад был. Это будет все на уровне. На уровне просто я очень жестко отношусь к музыке, к качеству музыки, поэтому все будет на уровне. Я покажу, как это делается. И особенно для башкирского шоу-бизнеса. Творческий путь Радика Юлиакшина не был похож на чудесную сказку про Золушку. Он наполнен взлетами и падениями. В жизни молодого певца еще будут новые победы и поражения. Но он знает главное – нужно верить в свою звезду, не сгибаться перед трудностями и всегда с улыбкой встречать новый день. А значит, его имя мы еще не раз услышим.